Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Материал, идеально подходящий для строительства дорог на вечной мерзлоте. Битум планируют поставлять в Якутию. Семья оленеводов из Нерюнгринского района получила грант главы республики. На какие нужды потратили деньги хранители традиций. Прорыв кинематографа Якутии. Прокат очередного успешного якутского фильма стартует в крупных городах России. Компания «Газпромнефть» планирует поставлять битумный материал для строительства дорог в Якутии. Есть также предложение насчет поставки полимерных вяжущих материалов. Соглашение о сотрудничестве между республикой и компанией подписали глава региона Айсен Николаев с руководством «Газпромнефти» в ноябре прошлого года. Научный центр компании доказал, что битум полностью подходит для дорог в условиях вечной мерзлоты и показал себя как более прочный материал, нежели асфальтобетонная смесь. Битум также обеспечит длительный срок службы дорожных покрытий. Более того, использование данной технологии в строительстве дорог обойдется республике выгоднее. Мы уже видим, что наши подрядные организации дорожные активно используют битум «Газпромнефти». Вот только что генеральный директор Рейкавтодора Ариан Калинович доложил, что закупают битум в пределах 200 миллионов рублей. И закупают дистрибьютора с Омска. И вот сегодня мы предлагаем, чтобы все-таки дистрибьютор был организован в Якутии, потому что потребность в битуме очень большая. У нас очень короткие сроки дорожного строительства. И, конечно, нужно, чтобы строительные материалы, в том числе и битум, были заготовлены вовремя. И с начала уже дорожных работ, с конца мая, мы могли в активную фазу дорожного строительства и ремонта вступать. Накануне в соцсетях и пабликах распространилась информация о задержании Александра Габышева по прозвищу «Шаман». Как стало известно нашему каналу, его поместили в психиатрический диспансер. Сейчас Александр Габышев находится под наблюдением специалистов. Наша цель была, собственно говоря, в том, чтобы попытаться оценить его состояние и решить, какие меры нам нужно предпринять. То есть врач вот для этого, собственно говоря, являлся. Вот. Но пациент, к сожалению, неадекватно воспринял вот эту ситуацию. Он категорически отказался выходить или запускать к себе домой. Вот. Слышались угрозы. У него действительно есть холодное оружие дома. Вот. И конечно, в момент задержания были только органы полиции, потому что врач в силу того, что необходимо было обеспечить ее безопасность, она не могла находиться, да, но в этот момент он проявил очень серьезный агрессивный отпор органам полиции. То есть, если бы они не были на средствах защиты специальных, да, то могло бы как-то все неблагоприятно закончиться. То есть, вот наша цель, я всегда об этом говорю, не какой-то вред нанести ему, это не наказание, да, это вот именно для него же мы делаем, чтобы его состояние психического здоровья было стабильно. Якутяне второй день могут посетить ярмарку вакансий в регионе. Впервые ее проводят в онлайн-формате на площадке Zoom. Всего для соискателей доступны около 3000 рабочих мест. Свои вакансии предлагают порядка 600 предприятий. Открыта 21 онлайн-площадка, где соискатели могут напрямую задавать вопросы работодателям, направить резюме и пройти собеседование. Онлайн-ярмарка охватывает практически все районы региона. Помимо этого, для участников организовали мастер-классы по открытию собственного дела, вебинары по продвижению бизнеса и другие события. До обеда вы сможете ознакомиться с деятельностью и предложением предприятий водного и железнодорожного комплекса. Это Колымская судоходная компания, Жатайская судоверфь, Летское объединенное речное пароходство, а также акционерная компания «Железные дороги Якутии». И со второй половины дня свои предложения представят предприятия дорожной отрасли. Мы заслушаем представителей компании ГКУ Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия, федеральные казенные учреждения Упордор-Лена, Упордор-Вилюй, также подрядные организации, это Сунтар-Автодор, Сельдорстрой. И в конце представитель группы компании ВИЗ представит проект
строительство мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Семья оленеводов из Нерюнгринского района получила грант главы республики. Его присуждают с целью господдержки оленеводства, повышения престижа профессии оленеводов 2019 года. В прошлом году грант получила многодетная оленеводческая семья Семеновых из села Иенгра. Сергей Козюра встретился с хранителями традиций. Тот редкий случай, когда оленеводов можно застать в городе. Семья выехала из тайги пополнить продовольственные и хозяйственные припасы. Где-то какие-то запчасти купили там на технику, на свой старенький буран. Вот продукты закупили. Ну, по делам вообще. И вот мы буквально на 2-3 дня выехали. Вот в понедельник уже планируем назад ехать. Глава династии Виктор Семенов работает бригадиром оленеводов муниципального унитарного предприятия «Золотинка» села Иенгра Нерюнгринского района. Свою трудовую деятельность Виктор Владимирович начал в возрасте 16 лет, так что знает все тонкости работы в суровых условиях кочевой жизни. О присуждении гранта даже не догадывался. Нам сообщили, сказали, приезжайте в поселок. Мы приехали и говорят, что грант вам дают. Мы-то ничего не знали. Ну, было приятно. Ну да. Семеновы являются потомками древнейшего рода оленеводов Нюрмаган и с гордостью продолжают дело своих предков, занимаются оленеводством, охотой, ведут традиционный кочевой образ жизни, благодаря чему и были номинированы на грант. Сумма гранта составляет 400 тысяч рублей. Эти деньги должны быть использованы для улучшения, ну, скажем так, материально-бытовой технической базы для осуществления оленеводческой деятельности. Эта семья, эта династия является достойнейшей для получения данного гранта. Как сказал Виктор Семенов, деньги, полученные за грант, уже потрачены на покупку снегохода, незаменимого помощника в тайге. Сергей Козюра, Нерюнгри. В Якутии из-за 50-градусных морозов начали замерзать птицы и звери. Так, в сети все чаще стали появляться видео с найденными в разных концах региона зверьми. Для многих из них аномальная зима стала последней. Ульяна Шагина подробнее. Видео замерзшей косули появилось в сети совсем недавно. Представитель оленей сидит прямо на дороге и уже никак не реагирует ни на машину, ни на свет от фар, ни на человека. Голос за кадром пытался отогнать животное, но в ответ истошный крик. А на этом видео детеныша косули, для которой якутская зима стала последней, обнаружили уже инспекторы департамента охотничьего хозяйства на территории Хангаласского района. Сотрудники не увидели на ней следов пули или других животных. Пытаясь спрятаться от холода, он зарылся в снег и замерз. Между тем, туши замерзших косуль привезли для изучения в Институт биологии. Ученые отмечают, сибирская косуля не аборигенное для нашего региона животное, которое только в 50-х годах прошлого столетия освоило центральную Якутию. Для этих животных, в том числе и для их детенышей, холода переносятся сложно. Для них очень-очень трудно выживать в этих условиях. Они постоянно должны раскапывать снег, добывать пищу, каждую ночь здесь делать лунки. Обессиленные животные уже уже не могут себе лунки делать, уже начинают погибать потихоньку. Сейчас задача ученых – выявить причину смерти животных. Кроме холода, на это могут повлиять и другие факторы. Могут быть подранки, могут быть какие-то заболевания от паразитов, может быть. Причин-то много. Скорее всего, также из-за холода сова никак не реагирует на человека. Она пытается взмахнуть крыльями, но взлететь или убежать не получается. А на этом видео мужчины в лесу нашли рябчика, который, к сожалению, не выжил. Чуть больше повезло этой птице, которую подобрали и отогрели в машине. Ученые разводят руками. Причина такого поведения животных им пока неизвестна. Для получения более точного ответа всех животных на видео нужно осмотреть. Но птиц пока не привозили. Природные виды птиц, они приспособлены к условиям среды обитания. Некоторые птицы, которые у нас зимуют, они в основном зимуют под снегом, делают запасы, и они выживают. Но все равно какой-то процент все равно погибает, не перезимует зиму. Из-за этого мы пока
ждем этих птиц, чтобы посмотреть дальнейшую их, вообще, что с ними случилось. Между тем, сотрудники Департамента охотничьего хозяйства в этом году на месяц раньше начнут традиционную подкормку лесных животных. С прошлого года также внесены изменения в закон об охоте Якутии, согласно которому подкармливать диких животных могут и охотники, за счет чего им выдадут разрешение на лимитированные виды охотничьих ресурсов. Там есть свой порядок, они могут предоставлять территориальные подразделения фото, видеофиксацию с геолокацией и совместный выезд с инспектором территориального подразделения. А чем подкармливают? Подкормка в основном ведется сено и веточный корм, а также комбикорма и соль, минеральное удобрение. Противостоят якутским холодам и животные зоопарка Артодойдо. Несмотря на то, что с кормом проблем нет, для облегчения их жизни вольерных животных перевели на усиленный рацион. Для копытных это в волю сена, сенаж добавляется, ветки. Вот, конечно, такие корма, как комбикорм, зерновые различные. Вот. И для хищных животных это также усиленная рыба и мясо. Вот, витамины, естественно. Люди скооперировались для спасения животных. Ведь когда на улице за минус 50, единственной энергией для борьбы с холодом становится тепло и, конечно же, пища. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. В российский ограниченный прокат сегодня выходит фильм Степана Бурнашова «Харахар» или «Черный снег». Картину увидят жители примерно 10 крупнейших городов нашей страны. Для якутской киноиндустрии это настоящий прорыв. «Черный снег» рассказывает о дальнобойщике, который доставляет товары в отдаленные уголки Якутии. В очередном рейсе грузовик ломается, и в лютый мороз водитель остается один на один с бесконечной белоснежной равниной, где вокруг на сотни километров не встретить ни одной живой души. Картина основана на реальных событиях, и ее уже успели отметить эксперты. Фильм получил главную награду фестиваля «Окно в Европу» и приз гильдии продюсеров России. Я и вся моя команда очень рады этому событию и приглашаем всех вас посетить кинотеатры, посмотреть и оценить наш фильм. Мы очень старались, это была очень сложная работа, но мы все вытерпели, сделали кино и надеюсь, он вам понравится. Спешите. Режиссер Степан Бурнашов не останавливается на достигнутом, он уже работает параллельно над 2 лентами. Первая картина – это совместно снятая с режиссером Дмитрием Давыдовым трагикомедия о деревенской жизни. Также сейчас ведутся съемки отдельного авторского проекта Степана Бурнашова «В погоне за завтрашним днем». К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже на канале Якутия 24.